Акшамлар хайыр бүгін Қырым ишгалінің 664-ші күні. Эфирде заман студияда сізлер үшін Эльмаз Асан çalışмақта. Қырымда ФСБ хадимлері Қырым татарларыны ишшихнен қиынағанлар. Бұл ақта инсан ақлары Қорчалав контакт группасының координаторы Абдурешит Джипаров сеслендірді. О білдіргенне көре зарар көрген 24 яшлы Жанкой Сакины Энвер Крош, о екі бала бабасы. Қинав декабрінің 16-сында олған. Джипаровның сөзлеріне көре Крошқа ФСБ хадимлері ишбірлік теклиф еткенлер. О есе қаршы шыққан. Рет еткен сон район полиция бөлгеде ишшихнен қинавлар башланған. Бұл малюматны адвокат Эмиль Курбердинов да таздықлады. На данный момент стало известно, что действительно в отношении гражданина Энвера Кроша, жителя окрестностей Джанкоя, были проведены то есть неправомерные действия, а именно спустили в здание полиции, подсоединили к мизинцам рук провода и били током. Вот. На данный момент мы готовим заявление о совершении преступления в отношении Энвера Кроша и ждем официальной реакции властей. После этого нам уже зависит от позиции реакции властей, мы будем действовать дальше. Да, по его словам, его пытались сохранить сотрудничеству. Он пояснил, что как любой правопорядочный гражданин, он будет, если ему известно о каких преступлениях, он так и так сообщит. И, то есть, мы не видим никакого смысла подписывать какие-то бумаги. Однако настаивали именно на подписании бумаги, да? И что я такой-то, такой-то и так далее. Москва ve Қырым арасында яқын арада дава башлана біле. Қырымның Русия елі мемориетінің елбасшысы Сергей Аксеновның 2020 сенесіне қадар Қырым ve Ақярның инкишафы бойынша федераль программасының сермиялар планының бежірілмесіні ақында изатындан сон федераль меркезі мемурларының ішіне өз мемнуетсізлігіні білдірді. Қырым мемурларына да бір кере сарф етілген есапларны тешкермеге авале етілді. Аксенов есе өз изатында Қырым елбасшылығы ондан ғайры ақылы ферасетлі инсан келмейдегіні білдірді. Коллеги, в нынешней ситуации, слава богу, что мы сохранили вообще то, что есть. Некоторые деятели, которым там кажется, что мы там профессионально, непрофессионально справляемся со своими обязанностями, я всегда говорю, я любому коллеге могу дать возможность приехать сюда, изучить ситуацию. Мои коллеги-губернаторы, они считают, что мы камикадзе здесь, ну, по ходу, да, вообще, находясь на этой должности в такое время. Потому что нормальный человек в здравом уме, то есть никогда бы не согласился. Я говорю, ну что делать, у нас такая роль. Қырымның Русия кеменетіні дәністірмек керек мұқ Қырым реалі мұқберлері Ахмеджит Сакинлері арасында Қырым мемурлары өз вазифелеріні бежерелер ме кебе суалинен сұрав кечірді. Я бы не сказала, что плохо. Ну, есть недостатки, это естественно, а так мы довольны. Чужих нам не надо. Пусть есть Константинов, пусть есть наш... Вот, пусть они это и будут. Они ж начали это же делать. Как это взять, им сейчас руки обрубить? Ой, мне кажется, у них столько сейчас работы много, что они все делают. Понимаете, что нам надо людям. Кто знает Крым лучше, Московский или же Аксенов? Я считаю, что Аксенов, по крайней мере, пока на своем месте. Ну, я особенно не в курсе, но по телевизору только что показывали, что Россия выделила 2,77 миллиарда на благоустройство Крыма, а использовали только 300, что ли. Вот. И, ну и так сказали, что, наверное, правительство плохо наше работает. Очень плохо. Очень плохо, ребята. Так нельзя. Ты что, ну столько денег получено, ничего не сделано. Главное, сам губернатор ездит это и указывает ямы. Да что нет людей, которые не могут ему переснять, это пропустить через интернет, и он посмотрел. Не сделал, выгнал второго, но найдет человека, который сделает это. В общем, город, столица без дорог, алкаши, собаки и кошки. Это же страшная вещь, ребята. Когда это будет порядок? Народ надо воспитывать. Культуры никакой. Не берешь газету, читаешь, все у нас хорошо, сюда идешь, там хорошо. Ну ничего, не вижу. Пока не вижу, нет.
Кырымда пырыныч Карабогда веше керкытлығы. Бұйық текенлар ичтимайы ашайт сатылышына сынырлану көрсеткенлер. Бір елге 3 килодан зияде сатмайлар. Бойле иланлар тюкян кірішлерінде асылған. Буақта Крым медиа білдіре. Керичтен Фахаджеве сахат инсанлар геже сат учтен ерлі коммуналь ходжалық идаресіне невбетте туралар. Инсанлар коммуналь қызметлері için белгілеген пара көлеміні саймаға келелер. Сакинлер та геже сат учтен yazылалар, чүнки идаре автода тек 2 күн чалыша. Ода есе ақшамға хадар дегел. Кычык коридорда есе 100-ге яқын инсан топлаша. Вот такое устроить. Я не принимаю только 2 раза в неделю. Могли бы они принимать до обеда каждый день, чтобы такую толпу не собирать. Это нормально в таком вот помещении собрать весь город. А мне 70 лет. Вот мне 70 лет, я должна стоять с ночи. Еще и стульчик с ночи человек. Вот покажите, да. Вот. И надо в 3 часа ночи занимать очередь. У меня дочь больная, не ходит, я не могу ее бросить. Вот пришла сюда за час, полтора, она не ходит ногами, инвалид первой группы. Могу я стоять здесь? Даже очередь не заняла, потому что это смотрела. Ну, конечно, тут разве можно вообще безобразие. Сейчас я приходила во вторник, попросила девочки, пересмотрите, скажите мне заплатить. Они сказали, не приемный день. Пришлось уйти. Много людей приходят в такие дни, нигде не принимают. Смотришь, заходишь в кабинеты, так грубо отвечают, что не спросишь, прям вообще грубят. Келечек сене ишғал етілген Қырым ве Донбасс мектеп талебелеріне ВНО бойынша қошма сессия тешкел етілежек. Бұны умеми орта ве мектептен алдын тасил департаментінің мудир муавины Сергей Детленко білдірді. ВНО тестлеріні июль 9-на хадар бермеге мүмкін олажақ. Тасил нәзірлігінің малиматына көре кечкен сене ВНО тестлеріні бермеге 16.000 Қырым езіні өз дестігіні білдірді. Додаткова сесія цього року буде. Вона передбачена і повторна, і додаткова. І скільки, як і минулого року, скільки треба буде, ми будемо намагатися її проводити. Я знаю, що перепони ставляться не тільки для випускників кримських шкіл, а й для окупованої тимчасово території. Там свої перепони ставляться. Ми якомога ж намагатимемося розширити їхні можливості, щоб всі, хто бажає це зробити, могли це зробити. Келечек сене Барде Таврия Мили университеті Киевде өз ішіні башлай біле. Бұақта яны тайынленген ректор Владимир Казарин білдірді. Оның сөзлеріне көре шымды ресмелештіру ішлері алып барыла. Тәсіл берілуі дистанцион шекелінден башлайжақ, sonra есе студентлер үшін қапуларын да açacaklar. Белеке кечкен сене Қырымда Таврия Мили университеті еркянында Русь Акиметі Қырым Федераль университетіні тешкел етті. Украин депутатлары Русиялы Джемият файлның сербес yollanılmasını талап етелер. Украин четел ишлер назиры Павел Климкинге Русия девлетінден Рафис Кашаповны сербес қалдырмақ талап етмесі үшін 15 халық депутаты мұраджатнен бұлындылар. О татар милли сербеслік әрекетінің лидерідір. Рафис Кашапов тек Татарстанның мұстақылығы кенлешмесі үшін көрешінен дегелді, айны заманда Украина сынырларының тоқынылмасына да қол тұтып, халық оғынды япылған çıkışlarının bellidir. Bunun için onu 2014 senesinin dekabr ayında kapattılar. Rusiya hukuk kurucusu Rusiyadan Ukraynaga jayap kaçmağa mecbur oldu. Vladimir Ionov'ны mitingler devamında bir sıra bozulukları için mahkeme edecek edilir. Bundan sebep öz yanındaşı Olga Braun ile kanunsuz şekilde Rusiyadan kaçıp gitmeye mecbur oldu. Ionov 50-60 yaşında o Ukrayna sınırını jayap geçip Ukrayna'dan siyasi sığınak soracak ola. Вот так вот.
Путин есть, ума не надо. Если я ни в чем не виноват, а виновата власть, которая издевается над людьми, то какая может быть речь? Это не власть. Во-первых, это не власть, это слуги народа. Вот. И то, что Путин не понимает, что он слуга народа, это не страшно. Но то, что хозяева, мы не понимаем, что мы хозяева, вот это страшно. Потому что держат его там, Бог знает за кого, за вождя. Это уже привычка. Вот это страшно. Мы хозяева, вот это наша страна. Казаньға көчіп кеткен Украина ватандашлары кене мескен сұрамаға мәжбүр. Ато зонасындан көчкенлерге ел эвелсі мескен айрылған еді. Ләкин шымды оларыны андан қувып, яны шартлар белгілейлер. Қачақларны настоящее время сайтын журналистлері қонышты. Мы слышим один ответ. Все так живут. То есть местному населению тоже негде жить, тоже люди снимают квартиру на одну зарплату, тоже маленькие дети. То есть мы слышим такие ответы, что местные люди живут так же. Вот к нам пришли 2 числа, сказали 5 на выселение. Ну как бы 2 дня дали на выселение. Идти мне с ней некуда. Ну вот мы собираемся на завтра. Почему завтра? Ну потому что, во-первых, у меня сын с ребенком, с внуком своим, сказали, что только остаются матери-одиночки, и то не все. И как бы, получается, разбивают семью. Русия Украинаға қаршы санкцияларны көрсетті. Русияның баш назиры Дмитрий Медведев 2016 сенесінің январь бірінден Киев ғарпның Русияге қаршы көрсеткен санкцияларына қошылған үшін Украинаға қаршы иқтисади тәдбірлер көрежегі ақында қарар имзалады. Келечек елдан башлап Украин малларына алы барылған үшін Евразия иқтисадият шурасының гумрюк тарифлері бойынша гумрюк бергісі керсетележек. Бүгінгі күнден Чунгар мемори сыныр ноқтасында фальжилернен берабер милиция хадимлері болуналар. Эндіден сон весиха ве юкны тек олар тешкережек. Бүгін мақсулат ве эшияларны қарардан артқач кечірмеге тырышқан инсанлар яқаланды. Тәфсилатлыжа Гульсум Халилованың левхасында. Түневін гece Чонгар кечеш ноқтасында активистлер микроавтобусны тоқтаттылар. Оның içinde урбалар нен толы вализлер бар еді. Yolcularının айтқанларына көре оларның епісіні өзіне сатын алғанлар. У 2 сыновей свадьба. И что я должна? Как у татар, какие приданные? Невестам что надо? Платье, кофточки. Что я должна делать? Конечно, конечно. Машина тахминен 1 saat devamında тұрды. Соңра ise активистлер ярымадаға кечмеге разылық берділер. Отношусь к блокаде нормально и считаю, что это как бы правильно. Но я вообще не знал, если честно. Кабинет министров там, как мне Ленура сказал, все больше не повторится. Бүгінгі күнден башлап, кечеш ноқталарында активистлернен берабер енді милиция хадимлері де тұрачақлар, енді весиқаларны ве багажниклерні олар тешкережек. Штабның командиры Ленур Ислямовның айтқанына көре кечеш ноқталары 16 январге қадар çalışacaklar. Ondan son yüklерні енді қанун бойынша кечірмеге ясақ olacak. Мы сегодня с утра, понимая, что есть определенный накал в этом отношении, в том числе и подогреваемый со стороны Крыма, сотрудниками ФСБ и агентуры, которая здесь находится, приняли решение, чтобы обезопасить наших гражданских активистов. Милиция выдала дополнительные наряды, которые будут стоять здесь и слева и справа будут охранять. Бүгін сапа Чоңғарда активистлер да бір арабаны тоқтаттылар. Айдавчы Мариупольден Қырымға кете еді, багажнигінде 4 шеше шампанский бар еді. Милиция хадимлері ве активистлер оны yolamай жақолдылар. Штабның командиры есе оны ярымадаға кешірмеге разылық берді. Айтқанына көре бұл мақсус yapılған провокация еді. Вы везете, как гражданин Украины, везете в Крым, когда знаете, что у нас блокада здесь. Да, мы блокируем, как крымские татары. Вы знаете, что нас там убивают. А вы везете шампанское. Я не знаю, что вас там убивают. Вы утрируете. Откуда я могу знать? А даже не знаете, что нас убивают.
Нет, откуда я могу знать? Вы даже в Мариуполе живете, не знаете, что с Украиной происходит? Я знаю, что происходит с Украиной, но я не отслеживаю ситуацию, которая происходит с татарами в Крыму. Даже не знаете, что... А что с украинцами происходит в Украине, вы отслеживаете? Отслеживаю. А то, что татары это украинцы, тоже вы отслеживаете это или нет? Или татары это не украинцы? Слушайте, я не хочу вступать с вами в полемику. Так вы же пришли. Я всего спросил у вас по поводу провоза 4 бутылок шампанского согласно постановлению. Я же вам сказал, что есть постановление. Ну, Мало того. Постановление от 16 декабря. Вам, как гражданину Украины, вообще туда везти ничего не надо, потому что мы здесь такие же граждане Украины. Вот тот человек, который руководил Геническим районом, и сейчас он находится там, выполняет определенную работу, связанную с деморализацией и расслоением как бы крымских татар на провластных, так проаксеновских, там, пропутинских там, и все такое прочее. Это у них не получается, но у них есть агентурная сеть здесь, на Чонгаре, на Каланчаке. Ну, на Чонгаре вообще в генически как бы это очень сильно развито. И поэтому те люди по определенным, как бы там, после того, как уже сейчас выборы прошли, мы знаем, что оппозиционный блок здесь пришел. Есть такие реваншисты, есть, которые хотят вернуть партию регионов обратно, вернуть Нимитулаева. Он там открыто так и говорит, что я в мае месяце вернусь. Буду здесь опять как бы там быть здесь, служить теперь в Херсонской администрации он хочет быть. Это он пишет в своей странице в Facebook. Здесь есть эти адепты этого Нимитулаева. Здесь в лице там разных бизнесменов, на которых переписан бизнес этого Нимитулаева и все ежи с ними, так скажем. Поэтому это все происходит от безвластия определенных как бы, здесь чиновников, и в том числе и центральной власти определенное попутительское отношение к этому ко всему. Гульсум Халилова, Кристина Лизагуб, Заман, АТР. Vatandaşlık hamaçavı 3 aydan beri devam etmekte. Faillerinin esas talapları Kırım'a nisbetten serbest iktisadi bölgenin lağu etilmesi edi. Ukrayna Yukarı Şurası bu meseleni 10 dekabr günü müzakere edecek edi. Lakin deputatlar bu kanun leyhasını da bakıp yetiştirmedi. Bu kanun leyhası yanı yılgacık birinci okuvda bakılıp yetiştirilir mi degen sualin halk deputatlarından bizim muhbirlerimiz öğrendi. Не знаю, успеют или не успеют, я знаю точно, что подобные решения без вывода Совета национальной безопасности приниматься не могут. То есть должен быть вывод Совета национальной безопасности и обороны, потому что депутаты должны компетентно принимать эти решения, взвешенно, все за и все против. Если хотите лично мое мнение, я за принятие этого решения, но имейте в виду, что все решения, особенно в парламенте, они всегда должны приниматься взвешенно, плюс ко всему с просчетами экономических потерь для Украины, потому что это, по сути, вопрос национальной безопасности и обороны страны. В повестке дня на этой неделе этот вопрос не был внесен. В принципе, если его внесут, я думаю, что парламент его проголосует. Я просто не знаю, чи встигнуть. Я знаю, що дуже багато важливих законопроєктів, а це, безумовно, важливий законопроєкт, можуть бути не проголосовані через бюджет. Я вважаю, що це один з найпріоритетніших законів, ну, персонально для мене. І його, безумовно, потрібно приймати. Але ви розумієте, сьогодні ми мали розглянути 43 питання, чи 47 питань. Станом на зараз трибуна свідомо заблокована, хоча всі прекрасно розуміють, що питання Кривого Рогу стояло на четвер. Тобто, що заважало сьогодні проголосувати всі ці закони, я не розумію. В даному випадку це питання не лише Крима, це питання ряд інших суперважливих питань. Думаю, що будуть затягувати, але ми все ж таки піднімемо це питання, будемо говорювати з представниками Меджлісу Верховної Ради, тобто з Чубаровим, Джемілєвим, як ми будемо поступати в такому випадку. Але те, що пропонує Кабінет міністрів України, ну це повний дебілізм. Якісь там пом'якшені норми для деяких там видів товару, там ще щось. Ну, для чого? Ну, зараз нормальна блокада є, тобто комерційного основи ніде нема. Тобто для особистого користування, будь ласка, легковим транспортом їдьте, а комерцію відкладайте. Kiyev'de Kur'an okuvu boyunca yarış ötkürildi. Yarışta Ukrayna'nın bütün vilayetlerinden aynı zamanda işgal olungan Kırım'dan da kelgen 56 Müslüman iştirak etti. Muhadis Kur'an-ı Kerim'ni ezberden bilgenler yarışta iştirak ettiler. Merkezde 56 insan toplaştı. İştirakçıların bilgilerine jüri azaları kıymet kesiyor. И пусть Всевышний Аллах поможет каждому сегодня из участников. Kırımlı Osman Kur'an'ı 14 yaşından okumaya başladı, 17 yaşına gelip ezberden öğrendi. Yarışta iştirak etmek için 1000 kilometre yolunu geçti. Aytkanına göre en esası bilgisini sınava bakmak. Я закончил уже Коран наизусть полностью сейчас и на протяжении всей оставшейся жизни
для мусульманина является обязанностью повторять и закреплять Коран, чтобы не забыть его. Араб тіліні білмеген Құраны ezberden öğrenip olamaz. Харьковден келген Алина мектеп дәрістерден соң жамиге қатнай. Анда эмді араб тіліне öğretelер, эмді исламға sevgi ашлалер. Мы все ждали этого дня, чтобы проверить себя в первую очередь, попробовать свои силы. Это дает свой стимул, есть к чему идти дальше. Вот. Переживаю, что все забуду, что вот сяду и все, и из головы все вылетит. Вот это самый страх, наверное. Ярыш санки имтихан кыбы иштиракчилер билетini алалар. Анда аятлардан бірі сақланған. Жюри азалардан бірі аятны башлай, sonra иштиракчы девам еті. Құраны оригинал шеклінде оқылар, яғни араб тілінде. Бұл есе сағдан солға. Құран 6000 зияде ятаны барет, бұл есе 114 сура. Иштиракчилер 5 номинация бойынша күрешелер. Бұл бүтінлер Құраны ezberden білмек 15 ve 2 жүзадан. Жюри айтқанларына көре Аллахтың ярдымы да бұйықтыр. Все по справедливости каждого студента оценить так, как он знает. Да, чтобы не дать ему больше баллов, не дать ему меньше баллов. То есть это справедливость, и сама релігія, она учить, быть справедливым. Найпопулярніша, найшанованіша номінація – це знати весь Коран повністю. Бути знатоком Корана, вивчати Коран і правильно його читати, красиво його декламувати – це дуже почесна справа, це так дуже шановна людина буде в ісламському світі. Переможці цього конкурсу будуть представляти мусульман України на всесвітніх конкурсах читців Корану. Жюри инстанциясының дүлберлігі ве ізгіне қаймет кесе емді доғы телефозыны белгілейлер. Сез хатасы сөз манасыны деніштіре біле. Бұл есе іштіракчыны конкурстан чықара біле. Эльвина Сидбулаева, Асан Эминов, Заман, АТР. Bu sonki haberimiz edi. İyi ve hayırlı haberlerden paylaşmak umutum ile sağlıklaşam. Allah'ın emanetinde olunuz.